Более 10 тысяч лет назад ему поклонялись и считали декоративным, а позже и вовсе ядовитым растением, вызывающим серьезное отравление. В Перу же, например, он служил своего рода мерилом времени. Когда нужно было обозначить ровно 1 час, существовала поговорка: нужно столько времени, сколько на приготовление блюда из этого корнеплода. В XIX веке неурожай именно этой культуры стал причиной массового голода в Ирландии и эмиграции ее жителей в Америку. А в России примерно в это же время этот овощ стал причиной народных бунтов, прокатившихся по стране. Даже название он менял несколько раз, прежде чем официально стал зваться соланом туберосум или послен клубненосный. Если вы до сих пор думаете, что проще пареной репы может быть только наша картошка, то мы попытаемся убедить вас в обратном. Тема проекта «Наукомания» сегодня – картофель. Меня зовут Екатерина Берецкая. И прямо сейчас еще несколько малоизвестных фактов об этом неоднозначном растении. Родиной картофеля считают южноамериканские кордильеры. По мнению ученых, именно в горах индейцы начали собирать дикие клубни папас, именно так они называли картошку, 14 тысяч лет назад. Дикий картофель был мало пригоден для питания, мелкий и горький. Однако индейцы в холодные ночи рассыпали его по земле, размораживали на солнце, и он обретал сладковатый привкус. Первыми европейцами, увидевшими картофель, стали испанские конкистадоры в XVI веке. Его завезли в Европу и выращивали как декоративное растение. Много лет его не решались употреблять в пищу, пока прусский король Фридрих Вильгельм сам не продегустировал картошку и не приказал считать ее возделывание национальной обязанностью. В Россию, как известно, картошку привез Петр I и приказал выращивать ее повсеместно. Но новый овощ приживался с трудом. Историей известны картофельные бунты. Картошку считали опасным овощем, вызывающим чуму и проказу. Если отбросить суеверие, то картофель из-за своей способности накапливать солонин действительно может вызывать серьезные отравления, вплоть до летального исхода. Белорусские земли с давних времен занимали брюква, репа и редька. Но в 1855 году все изменилось. В Беларуси был получен первый официальный урожай картофеля. Сегодня лидером по производству картофеля в мире является Китай, а по производству второго хлеба на душу населения первенствует Беларусь. По потреблению мы впереди планеты всей. В год каждая белорусская среднестатистическая душа съедает 174 килограмма картофеля. Кстати, первым овощем, выращенным в космосе, был как раз-таки картофель. Почему выбор пал именно на эту культуру и насколько легко или сложно в принципе выращивать ее и в космосе, и на Земле, спросим у нашего гостя Вадима Маханькова. Вадим Леонидович, рады вновь видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Маханько Вадим Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, потомственный аграрий. Сегодня работает заместителем генерального директора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Вы четверть века занимаетесь, изучаете картошку. Вот расскажите, почему эта культура, во-первых, первая улетела в космос, и для нас, для белорусов, стала, можно сказать, вторым хлебом? Все дело в неприхотливости растения или непосредственно в ценности, питательности клубней? Немножко углубимся в историю. Петр I привез картофель в Россию и начал распространять. Но на самом деле это очень красивая легенда. И к нам она не относится. Первое документальное упоминание картофеля – это конец XVII века при короле польском и великом князе литовском Августе III. То есть в то время современная Беларусь не была частью Российской империи, она была частью Великого княжества Литовского. И с того времени картофель стал достаточно быстро распространяться по территории Беларуси. Приведу еще одну очень интересную цифру. К 1860 году на территории Беларуси уже было 150 крахмальных заводов. Теперь, если говорить о космосе. Картофель – это одна из тех культур, которая обладает запасом всех незаменимых аминокислот. В настоящее время в Австралии проходит эксперимент. Человек питается одним картофелем, только картофелем, и пьет воду. И прекрасно себя чувствует. Уже 250 дней. В космосе удалось вырастить? Картофель – очень адаптивная культура. И на сегодняшний день уже разработаны технологии, которые позволяют как одну из дневной культур выращивать картофель в космосе. Оставим космос, поговорим в целом о географии выращивания, да, и мне кажется, что многие
думают, уверены, что все-таки мы в лидерах по выращиванию, но по другой информации Китай. И мы лидеры, и Китай лидеры. Мы лидеры по употреблению. По употреблению мы, может быть, мы делим первое место с бельгийцами. У бельгийцев, что самое интересное, такое же трепетное отношение к картофелю, как и у белорусов. Потребление картофеля и в Бельгии, и в Беларуси это свыше 100 килограмм, но это рекорд в мире. И примерно те же шутки, которые наши соседи отпускают в сторону белорусов, точно такие же шутки, слово в слово, отпускают в сторону бельгийцев и европейцы. По производству картофеля на душу населения Беларусь первая в мире. Вот. А Китай по валовому производству. Большая страна, большие площади, большое население. Естественно, Китай производит больше всех картофеля в мире. Я знаю, что у нас под картофель становится все меньше, но урожайность повышается. Без картофельной науки не обойтись. Что делаете, чтобы увеличить урожайность, по крайней мере, сохранив те же площади, допустим? Роль науки незаметна. Но шаг за шагом мы поднимаем эту планочку из года в год. В первую очередь, это новые сорта. Дальше. Это высококачественный семенной материал. Качество этого материала растет из года в год. Это адаптивные технологии, которые изменяются с изменением и климатических условий. Совершенно изменились наши взгляды на хранение картофеля. То есть теперь картофель после уборки в сентябре спокойно в современных новых хранилищах лежит до нового урожая. И в этом тоже большая заслуга науки. Я предлагаю добавить нашему с вами разговору наглядности, и помогут в этом нам мои коллеги. Они побывали в лабораториях Института по картофелеводству, и давайте посмотрим, что они там увидели и узнали. В этих лабораториях картошка имеет совершенно иной вид, отличный от того, к которому привыкли потребители. Хрупкий росток в пробирке – это мощный генетический материал, говорят ученые. Он хранит признаки своего сорта в чистом виде. Из одной пробирки за год получают 2,5 миллиона идентичных растений. Для того, чтобы вывести новый сорт картофеля, нужны многие годы, минимум 12-15 лет. Основные задачи и направления селекции картофеля в Республике Беларусь основываются на запросах производителей, целевом использовании урожая, традициях населения, запросах внутреннего и внешнего рынка. Первым этапом селекционного процесса является подбор родительских пар. Затем проводится скрещивание в родительском питомнике. В этом же питомнике мы получаем ягоды с гибридными семенами, из которых впоследствии отбираем клубни. Статистика говорит о том, что из 100 тысяч новых форм мы можем получить только один новый сорт картофеля. Есть в институте свой сортовой банк картофеля. Здесь хранится 60 сортов белорусской селекции и более 400 сортовых линий. Они воспроизводятся в пробирках каждые 3 недели. Процесс проращивания и сохранения сорта идет здесь постоянно, без праздников и выходных. Но чтобы попасть на стол к потребителю, этой картошке придется еще расти и размножаться как минимум 7 лет. Семенной материал, который мы получили, мы совместно с лабораториями из областей реализуем элит производящим хозяйствам. Те, в свою очередь, выращивают картофель на отдельных полях. И затем семенной материал категории элита продают сельскохозяйственным предприятиям. В целом только на 7-й год картофель идет на продажу как продовольственный. А сюда, в Институте картофелеводства, пускают далеко не всех. Это секретная комната. Здесь выращивают клубни картофеля в полностью контролируемой среде. Так картошку, шутят сотрудники, можно растить хоть в Антарктиде, хоть на Марсе. Подсветку и нужное количество микроэлементов для питания растений распределяет компьютер. Почвы при этом не требуется вовсе. Корни картофеля отлично растут в воздушной среде, и каждый куст дает до 70 клубней. Растят картошку здесь круглый год.
Подсчитали, что из картошки можно приготовить без малого 2000 блюд, от салата до киселя с пирожками. При этом профессиональные кулинары рекомендуют жарить розовый картофель, для супа использовать желтый, ну а из белого получается нежнейшее пюре. Все это знают наши ученые. В коллекции белорусских селекционеров есть сорта абсолютно на все случаи жизни. Раз уж мои коллеги затронули кулинарную тему в этом сюжете, хочу вас спросить. Слышала, что даже алкоголь производят из картофеля, но в других странах, а у нас как-то нет. Или я просто не знаю. В нашем институте много лет назад, в 70-80-е годы, была такая практика, что технологическая лаборатория оценивала новые создаваемые сорта картофеля по качеству спирта. И самый качественный спирт был из старого сорта, технического сорта, высококрахмалистого сорта верба. Вот, ну, теперь в силу разных причин это не делается. Картофельный спирт, он получается по себестоимости дороже, чем из пшеницы или других зерновых культур. Вот, но ряд стран для производства высококачественной водки, в частности, удалось мне посетить завод в Швеции, там обязательно в рецептуру входит картофельный спирт. Давайте вернемся к науке. В мире существует очень много научно-исследовательских организаций, которые занимаются именно вопросами картофелеводства. Если говорить о наших ученых, вот на этом фоне в мире мы на каком уровне? Мы очень достойно выглядим. На сегодняшний день те разработки, которые делаются у нас, они больше нигде не ведутся на территории бывшего Советского Союза. Если говорить о таких, скажем, более сложных исследованиях, вот, то нам есть куда развиваться. Я имею в виду молекулярную генетику и так далее, клеточную инженерию, то здесь нам есть к чему стремиться. Ну, какой-то обмен опытом уже уверенно существует. Приезжают, наверное, коллеги из других стран. Кто чаще всего? Вы ездите куда за опытом? Наши самые частые гости – это картофелеводы Российской Федерации. Очень часто принимаем коллег из Украины, Польши, Чехия, Венгрия. Традиционно у нас хорошие отношения сложились с селекционерами Германии. А Бельгия? К сожалению, Бельгия не является лидером в исследованиях по картофелю. Картофель входит в перечень генно-модифицированных овощей. Еврокомиссии в марте 2010 года даже было дано разрешение на промышленное выращивание генно-модифицированного картофеля. Для чего это все делается? И есть ли у нас ГМО-картошка? И хорошо это или... Могу сказать однозначно, есть. Есть. Но согласно нашему законодательству, она не выходит дальше экспериментальных полигонов. Что касается Евросоюза, ну, наверное, все-таки тот опыт, который они получили, он не совсем положительный. Самый большой, наверное, успех был достигнут в модификации картофеля в направлении изменения свойств крахмала. Вот, начали это шведы, продолжили немцы, но все-таки экономика сказала, что да, это хорошо, но это очень дорого. Вот. Были еще другие направления, но на сегодняшний день практически трансгенный картофель, опять же, за исключением полигона, в Европе не выращивается. А генно-модифицированной картошки, которая была бы устойчива к колорадскому жуку, нет? В Соединенных Штатах Америки много лет назад пытались очень активно внедрить такой картофель в Российской Федерации, особенно наших южных соседей на Украине. Но результат, опять же, отрицательный. Через 3 года такой картофель поражался колорадским жуком. То есть колорадский жук привыкал? Колорадский жук, нет, наверное, не привыкал, просто в популяции колорадского жука были жуки, которым не страшен был трансгенный картофель. Ну, я думаю, что сейчас помимо колорадского жука есть какие-то другие вредители или даже болезни, о которых, может быть, мы раньше не знали. Есть еще такие вредители, как бактериальные болезни, которых мы просто не можем увидеть в самом начале развития этой болезни. Вот, нужна очень сложная молекулярная диагностика таких заболеваний. И вред, который наносят эти болезни, они несопоставимы. Этот вред в десятки раз выше, чем те потери, которые наносит колорадский жук.
И в связи с тем, что все-таки у нас стало теплее, эти болезни с каждым годом появляются все больше и больше и больше. Так как картофель – это не наша исконная культура, вот, она интродуцированная, к нам была завезена, и болезней картофеля не было. Поэтому все новые болезни, которые начинают проявляться у нас, они ввозятся. И об этом нужно говорить. Но несмотря на это, я так понимаю, что цифры урожайности у нас очень даже неплохие. Расскажите, что в этом году и будем ли мы с картошкой? Никогда не было такого года, чтобы Беларусь осталась без картофеля. Это уже аксиома. Вот. А в этом году, да, по тем цифрам, которые мы имеем с полей республики, урожайность выше, чем в прошлом году, примерно на 30-50 центнеров. То есть это достаточно много. Картофеля будет очень много. Плюс у наших соседей тоже много картофеля. И результат – резкое падение цены. Для экономики это, естественно, не совсем хорошо. Для экономики, может быть, и неплохо, а для нас с вами, для потребителей, по-моему, очень даже хорошо. Спасибо вам за этот разговор, Вадим Леонидович. С новым гостем обсудим тонкости селекции картофеля. А пока время научного дайджеста. В Перу находится Международный центр картофеля, где занимаются созданием мировой коллекции картофеля. Его там на сегодня более 7000 сортов. Американские ученые вывели гибрид картофеля, которому вообще не страшны вредители, а венгерские селекционеры – картошку, в которой белка в 2 раза больше, чем крахмала. По питательности она не уступает телятине, к тому же ее можно есть в сыром виде. В Германии недавно вырастили картофель, содержащий в 130 раз больше каротина, чем обычные сорта. Несколько лет назад на мировом рынке картофеля появился эксклюзивный сорт с романтическим названием «Вивальди», выведенный ради необыкновенного запаха, похожего на запах сливочного масла. Кроме того, оказалось, что этот сорт содержит на 33% меньше калорий и углеводов по сравнению с другими сортами. Самым дорогим в мире является картофель французских селекционеров. Он обходится гурманам примерно в 500 евро за 1 килограмм. Клубень такого картофеля исключительно нежен, и собирать его можно только вручную. Выращивают его не более 100 тонн в год. Существует и картофель, который приобрел жизненную форму эпифитов и селится на деревьях. Он отличается очень мелкими цветами и ягодами величиной всего со смородину, а клубни свисают с куста, укоренившегося в дуплах, трещинах и на коре деревьев. Хотя диетологи рекомендуют есть поменьше картошки, но когда на нее не урожай, это беспокоит всех, в том числе и самих диетологов. А вот ученые утверждают, что картошка картошке рознь. У нас сегодня целая коллекция картошки, и в гостях Людмила Козлова. Людмила Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Козлова Людмила Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Рассказывайте, что принесли. И вот, например, вот этот, я бы даже сразу не сказала, что это картошка, очень похожа на свеклу. Нет ничего удивительного в том, что именно этот картофель привлек ваше внимание, потому что во всем мире сейчас цветной картофель пользуется очень большим спросом. Причем популярны сорта, у которых окрашена не только кожура, вот такая вот фиолетовая, розовая или красная, но и мякоть. Я вам покажу, какой она бывает. Она может быть вот такой вот фиолетовой, различной интенсивности, или вот такой вот красный. В настоящее время у нас в центре создано более 100 селекционных образцов с такой вот окрашенной мякотью, которые проходят испытания по питательной ценности и другим хозяйственно ценным признакам. Причем наш цветной картофель – это не результат каких-либо там генных модификаций, как многие думают. Это абсолютно натуральный продукт, полученный методами традиционной селекции. В приоритетах при выведении новых сортов цвет, чтобы удивить, или все-таки какие-то питательные свойства картошки? На что делается ставка, когда работаете над новым сортом? Одно время были популярны круглые сорта картофеля, другое время продолговатые. Сейчас вот цветные сорта картофеля. И поэтому селекционеры
Помимо таких традиционных направлений селекции, как высокая урожайность, высокая крахмалистость, устойчивость к различным патогенам и болезням, ориентируется вот на такую вот моду. Хорошо, вот фиолетовая, например. Я так понимаю, что одна головная боль, одна проблема точно снята, она не темнеет, она остается фиолетовой, правильно? Да. Что еще необычного, вот, если готовить именно блюдо из этой картошки? По своим вкусовым качествам она, в общем-то, от обычных традиционных сортов картофеля ничем не отличается. Но зато представьте, как это экзотически выглядит. Фиолетовое пюре, драники, и очень красиво смотрятся чипсы из такого картофеля. Единственное, что вот когда вы варите такой цветной картофель, для того, чтобы он при варке не обесцвечивался, нужно водичку посолить сразу, а не в конце варки, как это обычно делается. Есть фиолетовая, есть красная. Какая следующая? Какой цвет может быть? Ну, вы знаете, дело в том, что вот этот вот цвет мякоти и кожуры, он варьирует. Она бывает фиолетовой, розовой, красной. Бывает очень интересно окрашена, неоднородное окрашивание по сосудистому кольцу. И получаются такие очень интересные цвета, которые даже трудно описать. Людмила Николаевна, ну, все-таки кроме цвета, вот в чем отличие вот этой картошки фиолетовой, красной, например, от стандартной, к которой мы давно привыкли, там, желтенькая, ну или беленькая? В клубнях таких вот сортов картофеля содержатся вещества, которые называются антоцианами. Они в организме человека способны функционировать как антиоксиданты. Это вещества, которые заметно снижают риск возникновения различных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По сравнению с обычными традиционными сортами картофеля, таких веществ в цветном картофеле в 6-10 раз больше. В этом вот и его такая более высокая питательная ценность и отличие от более традиционных сортов. А сколько всего сортов картофеля у нас вот на сегодня, да, и сколько в мире? В мире создано около 50 тысяч сортов картофеля. В настоящее время возделывается около 4 тысяч. Что касается нашей республики, то в настоящее время в Государственном реестре сортов и древесно-кустарниковых пород находится 131 сорт картофеля. Среди них 45 селекций нашего центра, которые в структуре посадочных площадей нашей республики ежегодно занимают где-то 75-80%. От нашей страны, да? Да. А за рубежом вообще такое понятие, как экспорт? Наши сорта картофеля включены в Государственный реестр России, там порядка 31 сорта. В реестре Евросоюза есть наши сорта картофеля в Китае, Узбекистане, на Украине. Может быть, есть какие-то или будут морозостойкие сорта, которые можно не весной, как все на картошку, да, а осенью уже. Одну выкопал партию, вторую посадил, перезимовал, и уже летом там, или даже весной урожай. Вообще есть такое в разработке или уже... Ну, к сожалению, картофель не относится к морозостойким растениям. Он относится к полухолодостойким. Из-за того, что клубни и ботва способны немножко разные требования к температурному режиму предъявляют. Так, например, клубни картофеля находятся в почве и способны выдерживать заморозки до минус 5 градусов, а ботва поражается уже при 0 градусов. А вообще оптимальная температура для прорастания клубней в почве – это 7-8 градусов, для развития ботвы 20-22 градуса, а для лучшего клубнеобразования 17-19 градусов. А когда температура очень высокая, ближе к 30 градусам, к сожалению, рост и развитие растения останавливается. Так, с морозостойкостью не получилось. Прошу тогда про вредители и новые болезни. Может быть, фиолетовую или красную картошку не так ест колорадский жук? Или именно эти растения, эти сорта не так подвержены вредителям и заболеваниям, чем традиционная наша картошка? Работаете ли вы в этом направлении? Есть сорта, довольно устойчивые к различным вредителям. Так, например, практически все белорусские сорта картофеля устойчивы к картофельной нематоде. Что же касается колорадского жука, то методами традиционной селекции таких сортов пока не создано. Есть сорта в разной степени устойчивые к этому вредителю, именно на них и нужно ориентироваться. Над чем сейчас работаете? Вот? Чего ждать от вас? Вот этот вот цветной картофель – это пока еще не сорта. Как раз над этим мы сейчас работаем. Это только селекционные образцы, и наши селекционеры обещают, что через года-два такой картофель появится на полях нашей республики. Поэтому вот это вот и есть основная такая наша сегодняшняя работа – создание цветных сортов картофеля. Хорошо, пока здесь эксклюзив. Что же чаще всего можно увидеть на белорусских полях? Какой сорт картошки? И на дачах, в деревнях? Наиболее распространены в нашей республике такие сорта, как скарб. Это среднеспелый сорт,
Вот этот. Да, скарб. С содержанием крахмала около 15%. Это очень уникальный по товарности, урожайности и лёгкости белорусский сорт, очень популярный во всем мире, не только у нас в республике. Потом среднеранний сорт Бриз, который вот у него такие очень красивые желтые клубни, овальные. Мякоть у него тоже желтая. Содержание крахмала где-то около 17%. Хорошие вкусовые качества у него. Он, кстати, пригоден для производства картофеля фри и различных замороженных овощных смесей. Потом вот такой вот среднеспелый сорт журавинка. Клубни у него округлоовальные, с розовой кожурой, светло-желтые внутри. Он очень вкусный, хорошо разваривается. Пригоден для производства хрустящего картофеля. Но еще один такой момент. Климат-то меняется. Говорят все кругом о глобальном потеплении. И уже говорят о том, что действительно и в Беларуси климат изменяется. Наша традиционная картошка в связи с этим будет меняться? Благодаря такому благоприятному географическому положению нашей республики вопрос о создании жаростойких сортов картофеля не стоял. Но селекция в этом направлении велась. Год от года мы отбирали жаростойкие формы, которые, я думаю, через несколько лет уже появятся в нашей республике. Благодарю вас за этот интересный разговор, за то, что удивили, за вашу работу. А напоследок еще несколько интересных цифр. В одной порции картофеля всего-то около 110 калорий. При этом в среднем клубне содержится примерно 45% дневной нормы человека витамина С, около 20% калия и порядка 12% клетчатки. Если же полезные питательные свойства вас не очень впечатлили, то при выборе гарнира прислушайтесь к ирландцам. Они уверены, что картошка еще и отличный афродизиак. Это была «Наукомания». Увидимся через неделю и снова попытаемся понять, к чему идет мир и на что способна наука.